Необходимо отметить о том, что Саядов, во-первых, пожилой человек, во-вторых, у него есть ряд серьезных тяжелых заболеваний, которые свидетельствуют о тяжести его состояния здоровья. Значит, во-первых, у него несколько операций было сделано на сердце, 3 стена на сердце. Второе, значит, в прошлом году, в мае месяце, у него было установлено онкологическое заболевание. По этому поводу ему в Москве была сделана операция, и до момента задержания ему было проведено 6 курсов химиотерапии. Перед 7-м курсом он был задержан. Что могу сказать о его состоянии здоровья? Значит, если вы увидели о том, что какое было его состояние здоровья, продление срока содержания под стражей, это буквально месяц назад, и сегодня уже несколько раз в процессе сегодня судебного заседания объявлялись перерывы, потому что ему было тяжело дышать плохо, и так далее. То есть состояние здоровья у него бесспорно ухудшается. Значит, в отношении вопроса о том, как долго он может находиться в следственном изоляторе, на мой взгляд, например, не оспаривается факт, что у него онкологическое заболевание есть, потому что был допрошен в том числе и ранее врач, который установил этот диагноз. Имеются надлежащим образом оформленные медицинские документы, которые имелись еще до возбуждения уголовного дела, то есть они не оспорены никем и являются надлежащими медицинскими документами, по которым можно говорить о том, что у него действительно имеются серьезные заболевания. Вопрос о сроках. Процессуально, конечно, бесспорно, в течение года могут содержать его под стражей, продлевая, насколько он проживет, потому что по его пояснениям суда, в том числе и сегодня в судебном заседании, да, он говорит о том, что в принципе ему осталось жить. По его состоянию здоровья недолго, и он просил суд, чтобы его или перевели в Республику Коми, содержаться здесь, чтобы он умер в Республике Коми, или освободили из-под стражи. Вот что хотелось бы сказать о его состоянии здоровья. На мой взгляд, решение суда, Верховного суда, уже теперь будем говорить, оно необоснованно, потому что нет таких оснований, которые бы явно свидетельствовали, что пожилого человека, я уже не буду говорить о том, что это политический деятель, о том, что депутат и так далее, просто пожилого человека по преступлениям, не связанным с насилием, я думаю, что государство не должно содержать под стражей. Они не опасны для общества, никому лично причинить вред и так далее не могут. Поэтому не вижу таких оснований. Я в своей апелляционной жалобе указал о том, что в соответствии с статьей 9 части 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации такое отношение к Саядову является каким способом не просто давления на него, а это жестокое обращение с пожилым больным человеком. И это тоже предусмотрено в Уголовно-процессуальном законе.